Яхта не роскошь, а роскошное средство передвижения. Слово это голландского происхождения вошло в наш обиход не вместе с новорусским лексиконом начала 90-х, а задолго до того. Зарождение парусного спорта в России обычно связывают с именем Петра I. И не напрасно. Потомственный Невский флот, состоящий из 141 яхты, созданный в 1718 году по указу государя, конечно же, не назывался яхт-клубом, но, по сути, был им. Сегодня яхтинг нередко называют развлечением для богатых бездельников. С этим утверждением можно поспорить. Да, парусный спорт действительно считается самым дорогим в мире, но бездельникам в нем не место. Да и в современном сообществе яхтсменов уважение определяется не количеством денег, а чисто человеческими качествами. Кроме того, яхтинг – это довольно-таки консервативный вид спорта и отдыха, вошедший в программу Олимпийских игр в 1900 году. Парусный спорт – привычное дело для северных стран – Норвегии, Финляндии, а вот для Северной Республики России это скорее исключение. Яхт-клуб в Якутии один. Пусть море далеко, вода совсем не соленая, но законы самые что ни на есть морские. Собственный парусный клуб появился у Нюрнбергской ГРЭС 20 лет назад. Об этом мечтал еще первый директор станции Дмитрий Владимирович Букин. Мечте суждено было сбыться. Заручившись поддержкой Федерации парусного спорта, приобрели необходимое снаряжение, разузнали, как организовать дело. Вскоре в яхт-клуб, тогда он назывался «Дельфин», пришли первые мальчишки, захотевшие научиться ходить под парусом. Их наставником и тренером стал Виктор Иванович Ващенко. Сам он из черноморского города-героя Керчи. Видимо, зов Родины не дает этому морскому волку, а он сегодня уже на заслуженном отдыхе оставить занятия в яхт-клубе «Парус». На счету Виктора Ивановича и многих из его воспитанников дальневосточные регаты в Владивостоке, походы по рекам Якутии, а также известный поход на Байкал. Некоторые ребята, приобщившись к водной стихии, поступили в мореходное училище. Но пришли иные времена, взошли иные имена. И вновь мальчишки, уже которое поколение, проводят свои летние каникулы под раздувающимися парусами. Детский лагерь дневного пребывания работает на базе клуба «Парус» не первый год. Очередной сезон 2004 был открыт в июне. Среди 30 ребят, в основном это дети энергетиков, есть и новички, и те, кто отдыхал здесь и раньше. Специально выделенный транспорт, горячее питание, но это все, конечно, не главное. При мысли о лагере многим представляется унылое однообразие, строгий режим и ровно марширующие колонны ребят в лягушатник с водой. Здесь все по-другому, все по-взрослому. 50 настоящих яхт, аналогичных тем, что принимают участие в соревнованиях мирового масштаба. Настоящий ветер и силы природы, с которыми нужно совладать. Здесь нужно учиться теории и практике управления яхтой. Но не только этому. Обстановка клуба во многом требует от ребят самостоятельности, ответственности и, если хотите, мужественности. Неплохая школа жизни для будущих мужчин, но пока им всего от 7 до 15 лет. И те мальчишки, которые начинали заниматься в яхт-клубе 20 лет назад, успешно обучают азам этого дорогого вида спорта сегодняшних новобранцев. Вы, я так понимаю, занимались с новичками, с теми, кто занимается не первый год, ребятами. Как вам кажется, не страшно было вообще брать на себя ответственность, все-таки заниматься с детьми? Ну, страшно, не страшно. Мы сами с таких лет занимались. Оно, конечно, опасно, это все дело. Вода, как-никак. Ну, смотрели, наблюдали, тренировали. Первый день, когда они пришли, чему вы их научили? Чему научили? Научили не бояться воды. Самое главное, не бояться воды. Ну, плавать-то не все умеют? Плавать все умеют. Кто не умел, тех научили. А потом не бояться ветра. У нас жесткое правило на воду, то есть только спас-жилете. Ну, ребята как себя проявили? Послушные, не ленивые? Ну, каждому искали свой подход, мы его нашли. Ребята не жалуются, все отлично. Родители, главное, тоже довольны. Говорят, вот вы научили их чему-то там, дома слушаются. Ну, короче. Да.
Парусный спорт не требует каких-то серьезных физических данных, но в то же время развивает ребят физически, воспитывает выносливость и находчивость. Как-никак соревноваться приходится не столько с такими же начинающими яхтсменами, сколько с природной стихией, а она поблажек не дает. В парусном спорте, как нигде, можно вдоволь пообщаться с тремя едва ли не самыми полезными вещами – солнцем, свежим воздухом и водой. Беремся утверждать, что за те 2 месяца, которые мальчишки провели в яхт-клубе, воздуха и воды было предостаточно. Солнца чуть меньше. Но, как говорят англичане, они в парусном спорте кое-что понимают, попутный ветер прибавляет скорости, встречный – ума. Ну, что больше всего понравилось и запомнилось из отдыха? Как мы ходили на яхтах. Ты первый год здесь отдыхал? Третий. Уже третий? Да. Опыта набрался, да? Да. Ну, на соревнования какие-то крупные собираетесь выезжать? Да, в следующем году. На следующий год тоже здесь будешь, да? Да. Понятно. А кто еще на следующий год собирается здесь отдохнуть? Детям принято отдавать лучшее, значит полезное. Говорят, что на воду можно смотреть бесконечно. Видимо, есть в таком времяпрепровождении какое-то благотворное влияние на состояние человека. В любом случае, это лучше, чем смотреть на экран телевизора или монитор компьютера. Парус – неплохая альтернатива грязным подъездам и сомнительным компаниям. И родители подрастающих яхтсменов это знают. Тяжело было своих детей отпускать сюда? Нет, тяжело нет. Мы спокойны были. Мы знали, что Виктор Иванович с них делает настоящих мальчишек, мужчин. Они первый год у нас то есть достигли каких-то успехов. Я прям рада. На второй сезон как бы нехотя, пошел. Но тем не менее, сейчас очень доволен. Сколько ему уже лет? Ему 12 лет, вот он в своем классе 1-е место занял. То есть за сезон он, добился результатов хороших. Я очень рада. Сезон 2004 года в яхт-клубе закрывали 10 августа. Закрывали, судя по высоте снежного покрова, вовремя. Поделились успехами, подвели итоги, всем ребятам подарки, лучшим призы и медали за победы в соревнованиях. Следующий год для клуба 20-й. Юбилей на Руси принято отмечать с размахом, а в парусном спорте с географическим. В планах поездка на Байкал. И Виктор Иванович Ващенко намерен сам принять участие в соревнованиях. Как говорится, продемонстрировать уровень клуба «Парус» личным примером. Виктор Иванович, судя по всему, у вас закончился сезон в яхт-клубе, вместе с ним закончился и летний сезон. Подведите, пожалуйста, итоги. Как вы оцениваете этот сезон 2004? Конечно, это и вроде бы и неожиданно, и хорошо, то, что ребята, во-первых, очень много новичков, но к концу сезона результаты неплохие. Завоевали ребята некоторые первые места и прилично отработали. Хорошо отработал коллектив. Замечательные ребята. Это все мои бывшие яхтсмены. Не знаю как. Я очень... Как новички, которые первый год пришли, проявили себя? Да, вот сегодня награждение было у нас. Что за соревнования проходили у вас? А у нас целое лето были соревнования по накатыванию яхтсменов. На следующий год собираемся во Владивосток на Россию поехать. И еще у нас, у меня такой план. Буду с Тарасовым разговаривать на эту тему, конечно. Вообще-то он дает добро, он очень помогает хорошо спорту, детскому особенно. На Байкал. Опять сходить на Байкал. Вы там уже были? Да, мы уже один сезон были там, целое лето. Успешно? Ой, прекрасно. Дети до сих пор вспоминают. Мы вывозили очень много. 30 человек детей, 18 яхт у нас было. Виктор Иванович, мальчишки, которые в этом сезоне занимались, чем-то отличаются от тех мальчишек, уже мужчин, которые занимались 20 лет назад? Дети, они все дети. Времена другие? Времена другие, конечно, и они более продвинутые дети. Тяжело работать. Во-первых, уже большие ребята, они по возрасту не подходят, но довольно-таки хорошо отработали. Нормально, дети хорошие. В основном такие же, непослушные, как и те были, только те сейчас уже взрослые, и они
стоят, улыбаются. А эти еще будут. У них все впереди. И все же парусный спорт остается в каком-то смысле элитарным. И не только из-за дороговизны оборудования, сколько из-за дороговизны времени. Яхтинг требует особого ритма жизни. Яхтсмены-энтузиасты да пенсионеры, рано закончившие трудовую деятельность, вот основа мирового яхтенного сообщества. Понятно, что только состоятельные джентльмены могут позволить себе неограниченное количество времени посвятить парусному спорту. Сколько времени, а еще сил и терпения отдал Виктор Иванович Ващенко любимому делу, трудно сказать. И это говорит не о его зажиточности, скорее о неравнодушии. Ну а что касается оснащения, без него ведь никуда, то поддерживать и обновлять парк яхт, приобретать необходимое снаряжение, выезжать на соревнования помогает клубу «Парус» руководство Нюрнбергской ГРЭС. Может, пацаны эти еще выше поднимут статус России как морской державы. Хотя не это главное. Важнее другое. В эпоху меркантильности и расчета они не разучились мечтать. Ветер, парус, волны, чайки. Это не стоит целого состояния. Это стоит гораздо дороже.